Время новостей в студии Луизы Хатуевой. Вот чем запомнился уходящий день. В Грозный прибыл первый вице-премьер правительства России. Во всех источниках, справках по поводу Чеченской Республики, что у вас вот жилья в первой половине этого года на 80% больше, чем в прошлом году. 80%. Однозначно у нас идет динамика. Это самый лучший показатель в стране. Игорь Шувалов проверил ход реализации федерально-целевых программ. Легенды мирового спорта в Грозном. Республика готовится к международному турниру по кикбоксингу. Религиозные обряды и спортивные состязания. В Гансалчу прошли мероприятия, посвященные 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни. В Грозный прибыл первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. В столичном аэропорту его встретили Рамзан Кадыров и руководители различных министерств. В рамках рабочего визита он проинспектировал строительство многоквартирных домов, социальных объектов, а также проверил ход реализации федерально-целевых программ. Подробности инспекции у нашего корреспондента. Первым объектом посещения федерального чиновника в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в 2018 году, стал пассажирский терминал международного аэропорта Грозный. Первый вице-премьер посетил зал внутренних перевозок, зону ожидания аэровокзала, международный пункт пропуска, таможенные и пограничные сектора. Здесь же исполняющий обязанности генерального директора Вайнах Авиа Солсбек Амбулатов рассказал о работе аэропорта. Он отметил, что его пропускная мощность составляет 150-200 пассажиров в час. Кроме того, в 2015 году после реконструкции была увеличена площадь зоны накопителя, расширена география полетов. Рамзан Кадыров подчеркнул, что разрабатывается проект нового аэропорта, который будет отвечать самым современным требованиям. Скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще пассажиров в год переводится? Ну, у нас в прошлом году мы перевезли 198 тысяч пассажиров. Так. В этом году у нас где-то процентов на 20 больше. Мы планируем перевести пассажиров. Уже мы перевезли почти 183 тысячи. А мощность какая аэропорта? Мощность у нас 200-250 в час, пропускная способность. Мы в последующем делаем проект, строим новый аэропорт. Ну, подожди, ну это хороший аэропорт. Со сколько городов летаете? Мы летаем в Казахстан, обслуживаем 3 рейса. Так. Актау, Так. Астана, Алма-Ата. Мы летаем в Сургут. Так. Их авиакомпании прилетают к нам. И 3 рейса у нас в Москву. У нас круглосуточный пункт пропуска. Вот здесь начинается зона. Я вижу таможенного контроля там. Таможенный контроль за стеной. Здесь у нас находится полиция, здесь находится служба авиационной безопасности, которые проводят досмотр здесь. Также вице-премьер вместе с Рамзаном Кадыровым посетили спорткомплекс имени Ахмад Хаджи Кадырова. Гость, в частности, поинтересовался ареной. Стадион Ахмад-Арена входит в спортивный комплекс и занимает 17 гектаров площади из 45. Идея построить его на этом месте впервые возникла у первого президента Чечни. Красавец стадион, все условия дополнительные, там места, где можно тренироваться, там все условия у нас есть. Там. Стадион построен так, что его в любое время можно было расширить. То есть проект позволяет опустить западные трибуны, добавить 3000 мест и построить второй ярус восточной трибуны и добавить еще 10 тысяч мест. Можно. У нас средняя посещаемость за эти годы 19 750 человек. А вообще-то стадион 2012 года вошел в сотню самых посещаемых стадионов, и мы занимаем 88 место в мире. Позади нас такие гранды, как испанская Малага, английская команда Уиган, французская Бордо и Монпелье. Мы самые посещаемые стадионы в России. Хорошо, а что есть на стадионе еще? Есть спортзал? У нас спорткомплекс. Я вижу у вас там и трибуны, все это. Да, у нас спорткомплекс Ахмад-Арена состоит из 3 футбольных полей. Как вы видите, это главное поле. Есть еще 2 футбольных поля, на котором команда Терек тренируется. Прямо все прилегающие. Да, прямо на территории прилегающей. Да. У нас на стадионе 24 скайбокса на трибуне запада. Много. Да. А если бы мы второй ярус достроили, у нас есть возможность еще около 30 скайбоксов еще
добавить здесь, потому что между двумя ярусами есть возможность построить еще около 30-40 скайбоксов. А детская футбольная школа есть здесь? Здесь есть. Называется, правда, Ахмад Арена. Да. Да? Ну ладно, понятно. Фотография. Это 2000 год, когда еще только начиналось. Вот тогда еще Ахмад Хаджи, тогда еще обсуждал это дело при жизни с Владимиром Путиным. Сразу после Рамзан Кадыров вместе с Игорем Шуваловым посетил микрорайон Солнечный, который возводится в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Его строительство было начато в декабре 2014 года. Жилой район будет состоять из 5 многоэтажных домов, одного 7-этажного и 4 9-этажных. Общая площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. Также на территории микрорайона планируют построить детский сад на 80 мест и школу на 220. Строительные работы в одном из домов уже практически завершены. Планируется, что он будет сдан до конца текущего года. Гости смогли лично оценить качество жилья. Вот здесь я должен сказать, что комнаты хороших комнат. Уже просто семьи можно заезжать, ставить мебель, заезжать. Игорь Шувалов отметил, что у Чеченской Республики лучший показатель по стране в строительстве многоквартирных домов. Здесь же глава региона рассказал о традиции чеченцев строить собственное жилье. Сегодня у каждого жителя есть возможность купить жилье по доступной цене. Во всех источниках, справках по поводу Чеченской Республики, что у вас вот жилья в первой половине этого года на 80% больше, чем в прошлом году. 80%. Однозначно у нас идет динамика. Это самый лучший показатель в стране. Чеченцы вообще на самом деле у нас отдать, не кушать, там, продать все, что у него есть, там, не купить ничего, дом строить. Там. У нас испокон веков у нас. Вот, когда люди, Цены собственного да, жилья. когда люди жили в земляках, мы строили башни, там, на самых недоступных местах, это назывались города. И чеченец любит строить, там он будет брать все, что угодно, будет, если проехать как раз в окраинности города, там полностью идет стройка полностью. Там, у нас в селе, там, даже самые отдаленные населенные пункты, там строят дома. Следующим объектом посещения стали 2 12-этажных дома по улице Дагестанская. Здания построены по современным строительным стандартам. В каждой высотке имеются по 2 лифта – пассажирский и грузовой. Квартиры 2- и 3-комнатные. Во дворе имеется автостоянка и оборудована детская площадка. Многоквартирные дома находятся в самом центре Грозного, что является несомненным преимуществом для инвесторов. Здесь и музей, и концертный зал, все. Библиотека. Ну нет, красиво здесь. Красиво. Очередным пунктом визита федерального чиновника стал Аргун. Рамзан Кадыров рассказал Игорю Шувалову о том, каким он был в начале 2000-х. В годы, когда о какой-либо безопасности не могло быть и речи. И каким он стал теперь. В настоящее время город претерпел грандиозные изменения и претендует на то, чтобы стать промышленным центром региона. У нас город был самым сложным. Это как перевалочная база была бандитов. Здесь каждый раз обстреливали. Ахмад Хаджи, когда проезжал, каждый раз обстреливали. Там, еле-еле. Руслан Шахаджи, начальник охраны был, первого президента. И бывали случаи, что обстреливали, дом, бой, они начинали, а нам приходилось закончить. Там неделю мы с Ибрагимом воевали здесь. Там, вот такие случаи были. Сейчас один из самых мирных городов и самый развивающийся. 35. Далее гости ждали экскурсия по мечети Сердца Матери. Святыня по праву считается одной из самых красивых и уникальных. Помимо необычной архитектуры, мечеть имени Аймани Кадырова имеет еще одну особенность – кровлю, которая в зависимости от погоды меняет оттенки. Над оформлением святыни трудились лучшие дизайнеры и мастера по камню. Светло, стены стеклянные. Да, полностью. У нас самая большая люстра мечети. Вот. Это полностью люстра. Ох, какая красота. Канал Discovery просился, когда на сборы люстру снять, съемки выпустить. Потому что самая большая люстра была в виде полумесяца. Красота. Видно, что это действительно современная архитектура. Это моя любимая мечеть. Очень светлая. Очень хорошая. Открытая. Светлое, все пространство открыто за стеклом. Когда сюда заходишь, такая добротная аура здесь. Вон там волос пророка. Это, да? Пойдем посмотрим. Следующим объектом посещения стал гостиничный комплекс «Грозный-Сити». Игорь Шувалов и Рамзан Кадыров побывали на нескольких этажах 32-этажного небоскреба. По пути встретили гостей столицы из Казахстана. Казахстан. Очень приятно. Здравствуйте. Завтра бизнес-форум Казахстан, Северный Кавказ проводит. Да? Здесь. Бизнес-форум здесь проводит? Бизнес-форум проводит. С Казахстана бизнес-форум они проводят. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сейчас 6 секунд там покажем. Глава региона знакомит делегацию с географией города. Присутствующие осматривают Грозный с высоты птичьего полета. Все это время улыбка с лица вице-премьера не сходит. Он даже сообщил о следующем визите в республику. Это корпус нефтяной.
выстраивать. Это Исламский институт, дальше там мэры города, вот так вот, это строительная площадка, вот так. Вот так. Это река. Да, это река. Ну вот теперь я уже вижу своими глазами, придется приехать с семьей. Да. С семьей и с женой приеду, Да. конечно. Будет дети Вот туристы посмотрят. приезжают, вот так смотрят там, и каждый раз вот. Вот разбит парк, посмотри, сквер какой. Отсюда лучше видно. Видишь вот это вот в городе, вот эта часть? И сквер. Последнее место, Да. там будет студентский кампус, 40 тысяч студентов. Там будет международный университет, сейчас это Шайман бен Заид строит. Вот так вот, это мы отделили там. Это дубайцы, да? Да, да. Также Игорь Шувалов осмотрел парковую зону перед мечетью, высоко оценил территорию отдыха. Сквер, вот это открытая городская Да, зона? да, 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 да. Это здесь люди гуляют? Да, да. Хороший парк какой. Вот то, что набережная здесь впереди у нас идет. В А вот основном здесь, я так гости- понимаю, можно концерт сделать, да? Вот это там трибуны специально- я вижу, да? Специально сделаем амфитеатр. Мы проводим там концертные мероприятия, проводим. Молодцы, Там вот парки сделать развиваются. сейчас, вот, начнем мы в октябре, там начнем это торгово-развлекательный центр на 170 тысяч квадратов. Там Молодцы. все уже условия будут. Размахин, сейчас вот у президента повестка, городская среда. У вас хороший пример. Городская среда появляется. Парки, парковое хозяйство. Я вижу так людей в удобной зоне. А это уже веранда. На этом месте хороший вечер за чашкой чая, по словам Кадырова, гарантирован каждому. Особенно необыкновенная атмосфера в центре столицы создается в выходные дни. Мне нравится, вечером красиво бывает здесь. Да и днем красиво. Да, сидишь, чай пьешь, смотришь, там полночь, люди ходят там вечером полночь. У нас в субботу, все мы закрываем проспект Путина, там машин не пропускаем, люди там концерты, там мероприятия праздничные бывают у нас. Нет, ну вот это ну просто это серьезно. Выглядит здесь все это место. Эта часть города очень красивая. И еще раз, вот этот проспект, мы который проехали, Кадырова, молодцы, что вы его так отработали, сделали, и фасады старых домов привели в порядок. Ну, очень впечатляет. Этот парк я построил. Молодец. Да, полностью это передал там. Благоустройство. народу бывает там. Вечером бывает люди? Когда ночью, да, я 2 часа, когда выхожу, там, когда свободное время бывает, там люди там уходят, даже вечером до 10, там, пол 11, там, 10 ходят, а после этого там много людей собираются, в возрасте, там, сидят там на скамейках. Игорь Шувалов осмотрел помещение, где проходят пресс и деловые встречи. Конференц-залы, они рассчитаны на 50-70 человек. То есть у нас очень оснащенные последние Ну тут вот совещание хорошо провести, Да, очень. кондиционирование хорошее. Я вижу тут Оборудование. спикеры, все, есть. видео. Далее инспекция вместе с самым осведомленным гидом продолжилась прогулкой по проспекту стороны мечети Сердца Чечни. Делегация побывала и внутри святыни. Здесь Кадыров гостю рассказал об архитектуре одной из самых больших мечетей в Европе. Игорь Шувалов изъявил желание посмотреть на реликвии пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. А о том, что они выставляются, вице-премьер был уже в курсе. Здесь больше 10 тысяч человек помещается. Даже есть подвалы, помещения, есть балконы. Это волос пророка с головы и с бороды. Вот, и еще вот, кто увидит, вот это по праздникам включают. Я вижу, Да, я вижу, да. сейчас вижу. Видите, вот так. Да, я вот вижу, да. И по праздникам мы включаем и людям показываем. Когда вот так не включаем свет, а так видно бывает. У нас еще технологии, которые строили, они говорят, если это не будет крутиться, то значит что-то изменилось там. То тогда здание как-то подсело что-то. Да. У нас 7 имамов здесь. 7. Да, каждый день вот, читают целый день проповедь. Люди приезжают, посоветоваться там, спрашивают. У них есть свой сайт, отдельный кабинет там. И целый день, сутки имам бывает здесь. У нас есть вирды. Вот. И школа здесь есть. Да, у нас есть школа, вот есть у нас институт Всероссийский исламский. Наряду с мечетью гостя впечатлил и проект Ахмад Тауэр. По словам главы Чечни, эта высотка будет самое высокое здание в Европе, стилизованное под древнюю чеченскую сторожевую башню. Его предполагаемая площадь около 235 тысяч квадратных метров, высота 400 метров. В здании будут смотровая площадка, офисы класса А, 5-звездочный отель, элитные апартаменты, рестораны, конференц-залы, спа-комплексы и фитнес-центры. Многофункциональный комплекс впечатляет
впечатляет масштабами даже в виде макета. По проекту в башне предусмотрены смотровые и вертолетные площадки. Гость отметил, что проект является очень интересным с точки зрения бизнеса. Его реализация позволит не только способствовать развитию туристического сектора, но и даст рабочие места. Хавая Дива, Саид Ахмадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Также под председательством Игоря Шувалова в Грозном прошло совещание с участием представителей правительства республики и банковского сектора. Здесь обсудили вопросы жилищного кредитования и качества строительства в регионе. Собравшиеся отметили положительную динамику в сфере доступного жилья и обсудили пути решения имеющихся проблем в данном направлении. После совещания Шувалов ответил на вопросы журналистов. В своей речи первый вице-премьер правительства страны подчеркнул позитивные тенденции и масштабные преобразования в Чеченской Республике. Грозный и другие близлежащие города, которые мы сегодня посмотрели, производят очень хорошее впечатление. Восстановлены старые дома, общественные здания, построено много современных жилых домов, разбиты парки. И видно, что здесь работа спорится, кипит. С представителями прессы пообщался и Рамзан Кадыров. Выступая перед журналистами, глава Чечни отметил значимость приезда в регион Игоря Шувалова. По словам Кадырова, визит первого вице-премьера страны даст развитию региона новый импульс. Не обошел вниманием Кадыров и грядущий чемпионат мира по футболу в России. В регионе имеются все условия и необходимая инфраструктура для проведения крупных спортивных мероприятий, отметил глава республики. Мы показали строящее жилье и созданы, так скажем, для спортивной индустрии, в которой можно сегодня смело заявить, что мы можем принимать любых гостей в любом уровне, так сказать, я говорю, там, по футбольному направлению. Итак, мы показали город Аргун, Гудермес, Ереван, подробно ознакомиться с экономической ситуацией республики, в частности банковской системы. И не просто так приехал, там зашел в кабинет и вышел, уехал, а он полностью прошел, сам заинтересованно задавал вопросы, касающиеся проблемных вопросов республики. И дал, так скажем, твердое обещание, что всех проблемных вопросов, которые касаются республики, будет помогать и решать. И я уверен, что сегодняшний приезд первого вице-премьера Игоря Шувалова послужит дальнейшему развитию нашего региона в экономическом направлении. И я уверен, что в футбольном мире в конце концов поменяет свое, так сказать, мировоззрение в том плане, что у нас можно проводить чемпионат мира, что у нас можно и находиться на тренировочном, так скажем, базе и футбольная команда, которая будет играть в 2018 году на чемпионате мира. Вот мы еще строили арену исходя из той ситуации, которую можно будет расширять и добавлять так скажем, зрительских мест. И мы тогда еще несколько лет назад, когда вопрос стоял, где будет проводить матчи чемпионата мира по футболу, мы заявили и о нашем стадионе, и мы твердо сказали, что дайте хотя бы на Кавказе проводить, и дайте нам почувствовать, что мы живем в футбольном мире, потому что если регионы, которые нет у себя своих футбольных команд, вот мы выбрали, для того, чтобы проводить чемпионат мира, у них своих команд нет, инфраструктуры нету, а у нас есть стадионы, у нас есть гостиничные, инфраструктура, аэропорт международный, ехать с аэропорта до футбольного арены 3-4, самое больше 5 минут. Поэтому подробно рассказали, как можно расширить и какие ресурсы нужны, и сколько времени. И если мы говорим в соседних регионах, я говорю, имею в виду сотни миллиардов вложений, а у нас раз-два, и стадион готов, и рядом строится пятизвездочный отель. Вот в 2017 году в начале мы будем открывать. И есть у нас Грозный Сити пятизвездочный отель, есть у нас для болельщиков есть такой, средний уровень гостиничная инфраструктура. Все условия есть, надо делать лучше для России. Кавказ — это рубеж России, и на Кавказе, если провести такой, так сказать, матч, я считаю, что это будет правильно. Поэтому еще мы не теряем надежды.
И поэтому с удовольствием показывали все свои возможности и перспективы реванша. Позже Рамзан Кадыров проводил Игоря Шувалова в аэропорт. Первый вице-премьер еще раз поблагодарил Кадырова за теплый прием и пожелал республике успешного и устойчивого развития. В Грозном состоялось расширенное пленарное заседание Общественной палаты республики, приуроченное к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни. Члены Общественной палаты, представители администрации главы и правительства, министерств и ведомств обсудили роль первого президента в истории чеченского народа. Собравшиеся отметили вклад Ахмата Хаджи Кадырова в консолидацию общества, которое и определило вектор дальнейшего развития региона. يشاهدوني شو دعوة أتخن وين قشبو فهذا غازو فوق دايلة ماجدك حديل حجرش حيل تأينش حديل نيقش أقدرستن شو عين يلا بيعنش كها كل حسمش مصو أول أدما داخل برغته شو أولنشا حيلشا كأنش لقي دنيا شو دعوة نها خلق بعد دوق ديلو شو قتغنا Гости и участники заседания еще раз напомнили присутствующим, что Ахмат Хаджи Кадыров ценой собственной жизни добился установления долгожданного мира на чеченской земле, благодаря которому республика получила возможность культурного и экономического процветания. Зрелищные поединки ожидают зрителей международного турнира по кикбоксингу. Он состоится уже 23 августа в спортивном комплексе «Колизей». Здесь соберутся титулованные спортсмены из разных стран. На состязаниях оспорят и титул чемпиона мира. Пока чеченские бойцы активно готовятся к предстоящему событию. Саид Ахмадов о том, чего ожидать от спортивного шоу. Подготовка к предстоящему международному турниру идет усиленными темпами. Мероприятие пройдет в спортхолле «Колизей» 23 августа. Зрители смогут насладиться 13 зрелищными боями. Тем более в ряды бойцовского клуба «Ахмат» вступили еще два спортсмена. Это Роман Крыкля и Денис Гончаренок. Если Крыкля выступать за клуб «Ахмат» будет не впервые, то для Гончаренка этот бой станет дебютом в новой команде. Спортсмен уже успел ознакомиться с тактикой боя ожидаемого соперника. Профессиональный рекорд у меня 30 боев, 26 побед. У него очень много боев, очень много побед, досрочных побед, но он дрался, я так думаю, не с супер бьющими бойцами титулованными. Поэтому я думаю, для него будет сюрприз. Я буду бить его сильно и посмотрим, выдержит ли он мои удары. За плечами обоих спортсменов достаточное количество побед. В копилке Романа Крыкля минимальное количество поражений, и он считается одним из перспективных бойцов. Свои шансы на предстоящем турнире оценивает высоко. 23 августа я буду боксировать с голландцем. Его зовут Джордж Коллин. Я его знаю, видел бои, готовился конкретно под него. Надеюсь показать, конечно же, красивый бой, как и всегда. Сейчас проходим заключительную стадию подготовки. Из 13 боев один пройдет по правилам муай-тай, второй по правилам бокса. В главном бою вечера встретятся всемирно известный боец Забит Самедов и румынский файтер Каталин Марашану. Соперник – действующий чемпион бойцовской лиги Суперкомбат. Они будут бороться за звание чемпион мира WBC муай-тай. Забит с ним ранее уже встречался, правда, пока только в условиях тренировок. Муай-тай – это тайский бокс. Это, в принципе, то же самое, как и кикбоксинг. Просто там чуть больше работы коленями можно. Мой соперник будет румын, очень, скажем так, опытный тоже боец. И дрался много с боев К1, с бойцами К1. Каталин Марашану. Я его достаточно хорошо знаю. 3 года назад даже я с ним спарринговал, занимались в одном клубе. Я знаю, как с ним работать. Он, конечно, бьет сильно, но есть тоже свои минусы. Я буду стараться воспользоваться этим шансом. Этот грандиозный бойцовский вечер будут показывать в прямом эфире на 4 каналах. За происходящим смогут наблюдать зрители телеканалов «Боец», «Матч ТВ», «Грозный» и «Бокс ТВ». Начало состоится в 16:30. На предстоящем турнире также состоится и 2 боя-реванша, где Сайфуллах Хамбахадов встретится со своим обидчиком из Грузии, и Саламу Джамалханов попытается взять реванш у спортсмена из Румынии. Саид Ахмадов, Мустим Типаев и Алаш Аздамиров. Новости.
В Грозном строится спортзал площадью около 380 квадратных метров. Здесь одновременно смогут тренироваться свыше 50 человек. Зал будет разделен на две части – тренировочная зона и зона кросс-фитнеса. В здании спорткомплекса предусмотрены также раздевалки, душевые, тренерские комнаты и административно-бытовые помещения. С инспекцией здесь побывали президент Федерации кикбоксинга Республики Мухаммад Эмин Ахмадов и руководитель клуба кикбоксинга Ахмат Забитсамедов. Застройщики рассказали им, как будет выглядеть спортзал в скором времени. В том углу мы устанавливаем стенку для кроссфита, которую мы точно так же сами разработали, учитывая ваши, скажем так, геометрические особенности зала и так далее, на которой у нас будет размещаться 8 турников, 3 брусьев, шведские стенки. И мы сделали еще классную вещь для штанги, для приседа. Главным критерием оценки работ станет мнение спортсменов, для которых строится зал, подчеркнул Ахмадов. Он напомнил, что благодаря Рамзану Кадырову в регионе создаются лучшие в стране условия для развития спорта и физической культуры. В селении Гансалчу прошли мероприятия, посвященные 65-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь провели религиозные обряды в честь знаменательной даты, а также состоялся республиканский турнир по волейболу. В нем приняли участие лучшие команды со всего региона. Магомед Ламаркаев подробнее. С самого утра в селе Гансалчу начали принимать многочисленных гостей. На его окраину съехались верующие из многих уголков Чечни. Когда все уже в сборе, последователи разных вирдов прочитали мавлид. Религиозный обряд посвящен 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Впрочем, это не единственная цель их встречи. يبوخش بات خارجمش بقوين ويبرش خليش تان إشت ووشي دقا دول شاش دولش يرتشكح حنخا بيرش عيهلوي هو ليل دوري شاش دولش سم خلالشني هرما تغير تحداتر آلي معيلش هر باتش حلق ويوشن باتشح ويوشن هر موح ويبوشن ويش دولش لات يحوي بوسر سيديش ويش باتش هو بو هرقدش وقتشن غلادوش زيمتشن سيديش وينستل ديشن تودل ديشن بوخش. Наряду с мавлидом по соседству во дворе сельской школы проходит еще одно мероприятие, только спортивное. Ежегодный республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, собрал лучших команд из 8 районов. Всего около 100 человек. Her sport bahne her galle algert shol молодежь ойла нисеич дер ки молодежь ho спорт юрзалиасте боштай мосон тайм болница бек хотебилндок что-то. Говоря о привитии любви к спорту у молодежи, Мавлади сам, можно сказать, является примером для подрастающего поколения. Наряду со всеми ветеран по данному виду спорта также является участником турнира. Несмотря на то, что он практически возглавляет Федерацию волейбола, по словам судей, о предвзятости и речи быть не может. Нарушение, духу я дик команд шлоушка, нарушение, эскул, ледруа команд шлоушка, нарушение, асмохол дела, и нарушение иш, ая, херч, листа, херч, По итогам волейбольного турнира лучшие команды были награждены кубками, грамотами, мячами, а также денежными вознаграждениями. Магомед Ламаркаев, Хаважи Мунаев и Данихов Харов. Новости. В Грозном завершился первый день открытого республиканского турнира по вольной борьбе. Принять в нем участие съехались бойцы со всех регионов Северного Кавказа. Это более 150 спортсменов. Состязания приурочили к 65-й годовщине со дня рождения первого президента региона. На турнире собрались лучшие представители данного вида спорта. На протяжении 2 дней борцы вольного стиля из республик Северного Кавказа будут оспаривать право звания сильнейшего в своих весовых категориях. Соревнования здесь проводятся не впервые и с каждым годом становятся все более популярными. Я хотел бы пользоваться сказать большое спасибо тем командам, которые приехали выступить на нашем турнире. Республиканский турнир по вольной борьбе приурочен 65-й годовщине первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова объявляю открытым. В финале
финальных поединках все без компромиссов. Все спортсмены показывают хорошую физическую подготовку и высокий уровень мастерства. Данный турнир для борцов – отличная возможность набраться опыта и проверить свои силы на фоне оппонентов. Не остаются в стороне и тренеры. Без их подсказок и комментариев не обходится ни одно действие на ковре. Здесь очень хорошие подготовленные ребята с Хасавюрта, школа Сайтиева. Мы знаем, там очень хорошая школа. Есть очень хорошие перспективные ребята, призеры чемпионата России, даже с Кабардино-Балкарии, вот 97 килограммов. Ну, в принципе, и с Ингушской республики есть хорошие ребята. То есть все команды, можно сказать, в таком хорошем составе приехали. Муссе Базиеву из Грозного 24 года. 9 из них он посвятил борьбе. Любовь к спорту ему привил дядя, который является тренером. В финальном поединке ему предстояло встретиться с Рустамбеком Масхадовым. Оба спортсмена на протяжении всего турнира не потерпели ни одного поражения и закономерно вышли на заключительный этап соревнований. Встреча между ними проходила в жесткой борьбе, чему свидетельствует травма, полученная Рустамбеком. Из-за этого он не смог продолжить поединок, и первое место было решено присудить Базиеву. Победителям и призерам были вручены кубки, грамоты и ценные подарки. А уже завтра на ковер предстоит выйти борцам, которые выступают в других 4 весовых категориях. Таиса Барщигова, Рамзан Джамбеков, Алаш Аздамиров. Новости. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с Грозным.